Наряды за $3000, билеты за 9000 рублей. В этом году организаторы фестиваля «Татар-жиры» из всех деталей мероприятия создали интригу. Но не скрывали бюджет, заложенный на самое яркое зрелище татарской эстрады. Почувствовать на себе атмосферу праздника и побывать за кулисами удалось и нашей съемочной группе. Организаторы сдержали слово. Никакой вычурности и пестрых красок. Наконец, зрители воочию смогли увидеть наряды артистов. Их скрывали до самого концерта, не афишируя ни в одном СМИ. Костюмы некоторых артистов достигали стоимости в $3000. Немножко вот татарско-узбекский стиль получился, да? Хания Фархи доверяет только своему модельеру из Набережных Челнов. Выглядела она перед выступлением очень спокойно. Даже несмотря на то, что туфли для выхода на сцену до сих пор в пути. Супруг только что выехал за обувью. И жестокая сцена она эстрадная, в то же время требовательная, но и интересная. Поэтому я очень благодарна судьбе. Сегодня номинация у меня «Любовь народа». Быть певицей и чтобы всегда были залы переполнены 26 лет. Это о чем-то говорит, конечно. Переодевающемуся на заднем плане Расиму Низамову, кстати, награду вручала редактор нашего телеканала Анна Бушуева. Певец завоевал статуэтку Барса в номинации «Любовь зрителей». Спасибо всем организаторам за то, что дарят этот праздник каждый год. А Расима я поздравляю с победой в этой номинации. Наверное, самой главной и самой важной для каждого артиста. В этом году 23 номинации. В каждой из них по 3 номинанта. Однако заветную статуэтку получали только один. Особенно ценна она была для исполнителей, которые впервые держали ее в руках. Очень счастлив. Не знаю, куда постоль. Самое видное место. Отличительной чертой фестиваля в этом году стала новая номинация «Легенда татарской эстрады». Номинантов организаторы скрывали до последнего, однако за кулисами мы выведали все секреты. В гримерках достраивала свой образ заслуженная артистка республики Хамдуна Тимиргалиева. Именно она впоследствии и получила награду. По словам артистки, времени готовиться практически не было. Буквально на днях она прилетела из Австралии, выступив для соотечественников на Сабантуе. Почему не люблю светлые тона одежды? Потому что и телевизоры, и сцены добавляют лишние килограммы и сантиметры. Поэтому, чтобы выглядеть стройной перед зрителями, я стараюсь выбирать темные цвета. Фестиваль года ждут не только исполнители. Несмотря на довольно высокую стоимость билетов, а цены на них варьировались от 4 до 9 тысяч рублей, в концертном зале почти в 1000 мест был полный аншлаг. При этом публика довольно разношерстная. И бабушки, приезжие из других районов республики, и верхушка татарстанской элиты. Покупаем, потому что очень интересно. И здесь это яркое шоу, которое происходит очень редко, раз в году. И поэтому можно потратиться, я думаю, единожды. Нельзя не сказать о финансовой составляющей. Бюджет мероприятия в этом году 12 миллионов рублей. Следующий год для фестиваля юбилейный. Организаторы уверяют, он пройдет с еще большим размахом. Гульназ Гилаева, Максим Орлов, служба новостей «Город».